Мы не видели нападающего, мы видели просто этого человека, который стрелял из-за колонны. Как он выглядел? Ну, трудно сказать, как он выглядел, потому что это достаточно далеко, это через Малую Ленку. Это был, какой-то человек, который постоянно менял рожки у автомата и постоянно стрелял по сторонам. Они привезли такую штуку, куда гранаты обычно кладут, сферу такую. Вот, пришли две спецмашины, одна приехала с роботом полицейским, который сначала с камерами уехал туда смотреть, что между колоннами происходит, а потом вернулся. Они, видимо, поменяли все эти истории, и он поехал в обратную сторону. А в этот момент туда подтащили, собственно, вот эту самую сферу. Приехал второй грузовик с этой сферой. И дальше появился человек, который эту сферу открыл, он в таком костюме был, и вернулся, и всех разогнали, потому что было 3 штурмовые группы с такими большими фонарями с разных сторон. Мы показали, что им надо уходить. Все боялись, что этот взрыв произойдет. Это довольно исчерпывающий рассказ очевидца буквально последнего развязки всех этих событий, боя в колоннаде за главным зданием ФСБ, где нападавший отстреливался, сотрудники специальных служб, собственно, пытались прекратить и давать... Его убили в итоге. То есть там была перестрелка, и они его убили. По крайней мере, такая информация есть о том, что он нейтрализован, как обычно пишут российские информационные агентства по этому поводу. Непонятно, что имеется в виду под словом «нейтрализован». Обычно по практике российских спецслужб нейтрализован означает «убит». Мы показывали уже в нашем эфире кадры, где человек падает, и можно предположить, что в него попадают пули. Вероятно, он убит. Мы этого точно пока тоже не знаем. Но зато у нас есть кадры, снятые свидетелем, очевидцем событий, и он сам тоже нам дал короткое интервью. Давайте посмотрим сперва эти кадры, а потом послушаем, что человек рассказывает о том, как он это сделал и где он оказался в момент, когда услышал стрельбу. А вот теперь, вот вы видите, человек снимает эти кадры, и сейчас человек, который снимает эти кадры, предстанет перед вами на ваших экранах. Вот видите, люди убегают в безопасную зону. Давайте посмотрим же, собственно, что он нам рассказал. Я выходил с работы где-то в 6:03, и послышались некие хлопки. Я подумал, что это может быть петарды или какая-то стройка. Но они не утихали. То есть, если впоследствии сейчас это известно, что это выстрелы, то их было действительно очень много. Это было автоматическое оружие, скорее всего, то есть от них стреляет пистолет. На Кузнецком мосту, если кто работает или приезжает, знает, что там всегда стоят посты ГИБДД. И эти посты ГИБДД сразу же начали эвакуировать людей. Причем это не было спланировано, как можно вообще, спланировать такие вещи, и просто люди поняли посыл от сотрудников и сразу же начали уходить. Причем, сотрудники ГИБДД обычно останавливают машину, но тут я видел действительно очень слаженную работу, они мне показались очень хорошо среагировали.